Добрый день, уважаемые подписчики канала Красный Коннект. Мы снова продолжаем наш цикл рассказов о гражданской войне в Якутии и на Дальнем Востоке. Сегодня у нас замечательная фактура, предоставленная нашим специалистом Саяном Андреевичем. Здравствуйте, Саян Андреевич. Андрей Андреевич, добрый день. Так. Все поняли, к чему марш. Марш, конечно же. Ну, исторические ролики были действительно хорошие. И вот мы тоже стараемся соответствовать планкам, там, поставленным на Ютубе. И сегодня наша беседа уже коснется, опять же, обмундирования. И посвящена будет, скажем так, столетним событиям столетней давности. И Волочаевск, и это поход Нестора Каландрашвили сюда, в Якутск, и, конечно, его трагическая гибель. Овеянная множеством легенд о том, что его там сучком пристрелили, конечно, там, вместо, что патронов не было, там много чего. Но сегодня, благодаря тому, что у нас есть фактура, замечательный реквизит, я, пожалуй, передам слово нашему специалисту, эксперту Саяну Андреевичу, и он расскажет более подробно. Ну, эксперт — это очень громкое слово, на самом деле. Я не очень люблю его употреблять в своем отношении, но спасибо за высокую оценку на самом-то деле. И вот, получается, сегодняшний предмет нашего разговора, он в основном касается истории гражданской войны и то, как постепенно менялся облик военнослужащего и той, и другой стороны. То есть мы про Белую и Красную армии разговариваем на протяжении всего периода. Надо начать весь этот рассказ с постепенных военных реформ, которые у нас сделал еще Николай II. С 1905 года по 1912 год. В рамках подготовки к Первой мировой войне. Никто не знал, когда эта война наступит. И даже не предполагал, что в 2014 году это случится, и несколько империй, они в лету канут после этого. Но даже несмотря на то, что там вот гонка дредноута, да, перебью, вот они все равно не знали, когда начнется. Да, это первое, что необходимо знать, получается. И вот в рамках подготовки к военным действиям царское правительство, оно постепенно начинает переформатировать форму, которая уже морально устарела. В 1904 году, предположим, самой большой проблемой для униформистики нашей отечественной, это было то, что она была сильно демаскирующая. Она была такого темно-зеленого оттенка. На любой поверхности, даже на болотистой, бегающего зеленого человечка видно издалека. Зеленые человечки на Да, болотах. еще один омаж к событиям нашей современной истории уже. И в рамках этого начали уже подготавливаться к войне с того подхода, вот чтобы солдата не было видно издалека. И чтобы он все-таки сливался с подавляющим большинством местности. Для этого царское правительство разработало вот подобный оттенок цвета. Этот оттенок, он в униформистике обзывается как гороховый. И это, что ни на есть, гимнастическая рубаха с накладными карманами образца 1915 года или же военного времени. Оно чуть-чуть претерпело некоторые изменения в том отношении, что раньше ворот располагался вот здесь, сбоку, и в простонародье он назывался как косоворотка. Ну, понятно, в какую сторону идет реверанс. Пуговицы использовались или металлические, или костяные, или деревянные. В нашем случае это дерево. И чуть-чуть попозже еще к нему вернемся. Идет война. Первая мировая. И понятно, что под ее воздействием облик военнослужащего он постепенно меняется. От уставных вариантов одежды постепенно отходить
начинают в пользу уже... Попробуйте догадаться, к какой форме сейчас будет идти уже подводка. 5 секунд вам Пишите свои догадки в комментариях. на размышления, да, и догадки в комментариях. А мы, в общем-то, продолжим. Это к Британской империи. Британская форма, она в наших краях чуть-чуть попозже появилась, с 1918 года, с ноября месяца, но ее мода, она начала проникать уже с 1916 года. Империя все еще существует, еще есть, Воюют. есть, да, все еще царь, бог там и так далее. И мода британская, она постепенно начинает войска проникать во все слои военнослужащие. Это и офицеры, и унтер-офицеры, и солдаты. В том числе и воротник-стоечка вот такой вот. Вот этот воротник-стоечка с отложным типом получается воротника, как бы это тавтологически не звучало, он уже с 1916 года и дальше уже начинает войска проникать. Это первый момент. Второй момент уже ближе к нашим событиям, это 1918 год. Все уже и республики, как таковой нет, ну, имеется в виду Российской Республики, Керенский бежал. Уже наступает отдельный период в нашей отечественной истории, он обозначается как Большая гражданская война. Ну, без большой. Можно, в принципе, это все дело использовать. И вот уже целых два больших лагеря формируются. Это у нас Белая армия и ее основной противник, который вышел из этой войны победителем, это рабочая крестьянская Красная армия. Извиняюсь за мой логоневроз, конечно же, но я думаю, вам будет приятно это дело послушать. И вот в рамках уже военных поставок к союзническим войскам, то есть это Антанта у нас поддерживала Белая армия, у нас постепенно на отечественных просторах начинает появляться вот подобный тип обмундирования. Это образца 1902 года. С полей Первой мировой войны уже напрямую в Россию идут поставки сюда в рамках поддержки, скажем так. Из-за того, что, да? Ну, пару вопросов у меня тут возникло, может быть, это Ну, будет интересно нашим. Слушай, а скажи, пожалуйста, а кто первый придумал маскироваться? Ведь раньше у всех была разноцветная форма, как мы видим по гравюрам, рисункам, картинам тех времен, чтобы легче было определять друг друга на поле битвы, скажем так, свой род войск и прочее, чтобы не держать строй, опять же. А кто придумал, что надо вот немножко маскироваться? Ну, кто первым придумал, это уже очень сложный вопрос, на самом деле. Ну, в современных таких армиях. Вот это уже, это в целом заслуга, наверное, вот именно Первой мировой войны. Угу. Там отчетливо поняли, что от цветной формы надо отходить. Угу. Это и в российских реалиях было, и во Франции в том числе, их красные штаны. Их знаменитые, да, вот эти вот и революционные шаровары так обозначенные там и так далее. Вот это все дело одномоментно во все армии практически пришло. Но вот к войне британцы начали. Да, они уже основательно подготовились, у них все было защитного цвета, вот такого вот очень, очень интересного орехового цвета, он отлично смешивается с землей. А не связано ли это с англо-бурской войной, которая была до этого? Может быть, это уже тонкости, да. Вот массово же здесь именно приход подобных оттенков, он обозначается на период Первой мировой войны. То есть это 14-18 годы. Ну вот, Савелий Андреевич упомянул о том, что потом белые армии снабжались
Да. Антантой. Да. А во время войны они Первой мировой поставки царскому правительству формы делали? Нет. Или всего хватало? Этого всего, в принципе, хватало с очень большой головой, но вплоть до 16-го, до 15-го года. То Потом есть, они уже начали. То есть, да, нет, у них, имеется в виду, у царского правительства, сильный дефицит возник во всем. И в униформе в том числе. Это отразилось и на противоборствующих сторонах потом уже в гражданской войне. И вот все предметы одежды у демобилизованного солдата царской, потом уже республиканской армии, российской, то есть, они изымались в пользу военных представительств, и потом уже за счет этого вот большая часть рухляди, уже изрядно изношенные, они шли в фонд пополнения этих самых армий. Спасибо. В сибирской армии, предположим, там сильнейший дефицит возник, и эту же самую проблему уже потом унаследовал и Колчак. И вот чтобы этот дефицит хоть на несколько процентов отбить, в общем-то, Британия, она и не бесплатно, нет. Это за счет кредитов все. И военных суд она начала делать поставки во все белые армии. В том числе и к Деникину, и к Колчаку. И вот выньте, положьте. В 1920 году, сейчас я к документу обращусь, это фонд 558, первый документ, копии приказов по управлению Иркутского уездного воинского начальника за январь 1920 года и лист 58. По части материальной, предположим, там выдано было для пополнения зимнее обмундирование, попрошу заметить, 110 английских мундиров, 110 пар сапог, 110 пар суконных обмотков, рукавиц, то же самое количество, и 43 русские шинели. Вот она. Образца 1912 года, получается. Из Иркутского вещевого склада номер 2 при управлении воинского начальника, получается. И там уже дальше идет следующая страница под номером 61, где идет уже отдельным таким маленьким пунктом вынесено 12 штук английских офицерских поясов. Вот он. У нас очень симпатичный получается. Напоминает наши, да, вот эти вот современные. Да, это дедушка. Это дедушка, получается. Очень, очень дальний и иностранный дедушка, получается. Это оригинал? Да, это подлинник, это подлинник, но он выпуска, по-моему, 20-х или 30-х, получается, годов, но фактура и здесь архитектура, она та же самая. Используется точно так же латунь и кожа. И архитектура очень близкая к подлинникам именно этого периода. А как оно так сохраняется? Ну, здесь конкретно используется масляная такая пропитка. Если вы пощупаете, то сможете ее почувствовать. Она не чисто кожаная такая, а очень такая... Ну, это британцы изобрели ВД-40, как говорится. Ну да, что-то в таком духе получается. И вот подобные пропитки, они позволяют и долго сохранять эластичность. И в том числе у наших войск они очень большой популярностью пользовались. И поныне можно очень много оригинальных предметов этой эпохи. Что-то вроде воска, да? Да, что-то вроде воска. Понятно. Итак, дальше, если по предметам, в общем-то, пойти, то здесь очень интересная такая штука, что вот, по-моему, Болдырев и генерал от инфантерии Сахаров,
они, в общем-то, признавали, что есть очень большой дефицит зимнего обмундирования, и заместо этого можно выдавать одеяло. Да. И вот здесь, в подтверждение этих слов, мы видим, что офицерам выдались целых 12 пар суконных одеял. Это за место плаща и вспоминается сразу путешествие, в общем-то, Бильбо Бэггинса и Фрода. Я не заматываю. Да, вот. Та же самая картина, она была уже 100 лет назад на наших просторах, и это было не так весело. На самом-то деле. Что же касается по поводу обмундирования в целом. Вот мы поняли, что английская мода, она в ряды войск российской армии, а потом уже белой и красной сторон, она начала проникать с 1916 и 17 годов, ну где-то приблизительно. Здесь, на этом примере, мы видим, что образец 1902 года и также еще есть зимняя шинель. Вот, давайте же сейчас все-таки пристанем и попробуем здесь немножечко понять, в чью сторону идет уклон все-таки. Вот. Там нас хорошо видно, наверное. Если посмотреть, предположим, на эту шинель и на этот пояс, то мы вспоминаем сразу про образ Степана Васильева. У него были практически аналогичные предметы. Это на той стене, насколько я понял. А насколько я это все дело прекрасно помню. И вот что даже в Якутии эти предметы, они имели распространение. И в Верхнеуральской группе улусов я в том числе видел несколько очень колоритных фотографий, что в целом в английском, в британском обмундировании люди стоят. Это и отражает вот все положение дел. И вот этот же самый пояс мы можем видеть на Несторе Каландришвили, на его нескольких фотоснимках, в том числе и самый знаменитый, где он так вот стоит, очень пафосно. Да. Сибирский дед. Ну, давайте же сейчас попробуем отложить это все дело в сторону. И вот это у нас, несмотря на то, что это очень тонкая шинель, она... Весьма теплая, да? Ну нет, в -2 для наших морозов, если не соблюдать правила, если не надевать нательное белье с начесом и суконную накидку уже поверх этого самого белья, и только потом уже не надевать шинель, будет очень холодно. Я вам гарантирую. Так. Это из опыта реконструкции событий, как я понимаю, да? Да. И давайте же сейчас сделаем вот так вот, предположим, и попробуем покрутить и это все дело увидеть с разных сторон. Ну, прям как австралийский солдат вот с этого, с плаката. Я помню, как-то рассматривал. Ага. Манекен у нас очень неустойчив, и поэтому... В принципе, как и солдат, наверное. В тяжелых условиях. Вот здесь, опять-таки, если обращаться к документам, то можно увидеть некоторые сходства и попадания под образ получается. Сейчас попробуем найти это все дело. У меня это в отдельном списке было вынесено. Нет, на самом деле очень интересная такая форма. И потом, чувствуется, она сделала свою роль вообще, в принципе, в дизайне не только, скажем так, российской, русской, советской формы, но и
на другие страны оказала да. соответствующую роль. Ну, можем ли мы сказать, что раньше она была красного цвета, скажем так, классический вот этот вот мундир британский, это она оттуда ведет свои корни, выходит, просто цвет другой. Ну, да, видимо, это уже вопросы тонкостей на самом деле. Вот, если обращаться к копиям приказов по управлению Иркутского уездного воинского начальника, предположим, о призыве в Белую армию, это уже обозначается так документ, то можно увидеть списки рекомендованного к выдаче имущества для военнослужащих. И я еще раз повторюсь, что имущество оно бесплатно выдавалось и в той, и в другой стороне. Это у нас нательная рубаха, исподние брюки, портянки, утиральник, носовой платок, сапоги, походная суконная рубаха, вот она получается, шаровары суконные, рубаха гимнастическая, это мы ее видели ранее, она уже из иной ткани делается. Летние шаровары. Это шерсть, а там хлопок. Да, да. Ну, чтоб, мало ли у кого аллергия, и там, чтоб не... Нет, шерсть, она идет на зимнее обеспечение. Угу. А вот хлопок, он идет... Ну, на голое тело, если шерсть одеть, это ощущение, это не очень приятно, да. Так, фуражка походная суконная, шинель из серо-шинельного сукна, ремень поясной, простыня, подушечные, наволочные и нижние, верхние также еще отличаются, одеяло и наволочка тюфячная. Это все, что дело уже рекомендовано к выдаче в службу, на службу в армию. Вот если же обращаться к этим предметам, то это бандолира образца 1915 года, она у нас упрощенная. В 1900 году она шла или из брезента, или из кожи. Угу. Очень такая массивная и шикарная получается бандолира, она патронтаж имеется в виду. И вот это ее упрощенная копия, можно сказать, исходя из реалий военного времени. Угу. Если же смотреть, предположим, на здешние вот, знаки, это штампы, получается, изготовителя. Угу. Здесь всегда обозначается год, угу, месяц и дата выпуска этого предмета, и фамилия изготовителя. В нашем случае это Леонтьев. Прям все с этими, с буквами, с твердым знаком. Да, это все еще дореволюционный стиль письма получается, и штамп военной приемки. А что тут написано? М. М? Да. И вот здесь есть один очень любопытный нюанс, который на камеру наверняка прекрасно видно. Это черное вот это вот пятно. Попробуйте опять-таки догадаться, что это такое. Опять я вас байчу, для того, чтобы вы писали комментарии. Пишите в комментах, потом посмотрите, правильно это или нет. В наше время, получается, для этих всех увеселительных мероприятий оно закончилось. И здесь эта клякса, она не случайная. Эта бандолера, она попала на советский склад, в руки красноармейцев, и здесь был двуглавый орел. Он замазался. Его закрасили. Удалили, скажем так. Да. И пережиток старого режима. Все верно, да. Это все абсолютно правильно. И вот у нас вещь с историей. То есть мы живую те самые события можем прочувствовать, все отношение, скажем так, к тому, что было раньше, к тому, что там случилось, и насколько людей, так сказать, раздражало в какой-то мере. И вот что здесь еще можно увидеть. Это сухарная сумка. Это наружная сухарная сумка для того, чтобы человек, военнослужащий, складывал там всякого рода разные предметы для питания. Это у нас и крупы, чай, сахар и так далее. И все это укладывается именно вот здесь. Запасная патронная сумка, здесь хранится рассыпуха. Так
обозначаемое в реконструкторских кругах, получается, и в некоторых военных, наверное. И все, в принципе. Здесь по этой части, можно сказать, по лицевой стороне практически все. Остановимся только на фураже. Задам вопрос Да. вот насчет сухарной сумки. Меня всегда вот, как говорится, название так нравилось, от слов сухари Да. это происходит. Все верно. Или сухарь это тот еще с тех самых пор линейной тактики, там же сухарем не называли, нет, вот этот вот же. Нет, это... Куси патрон, там что-то из этой серии. Нет. Сухой порох, там. Нет. Не то? Сухарная сумка это именно от Слово сухарь. От слова сухарики, да. Это вот различного рода там и хлебобулочные изделия. Вот это все дело хранится здесь. Если же идти к фуражке, то здесь можно увидеть очень интересный искос такой вот. Кверху, на самом деле, у этой фуражки вот подобная форма. Это и не фуражка в полном смысле слова, это картуз, да. Британского, английского кроя. И вот подобным образом здесь опять-таки баловались и та, и другая страна. Это все-таки одна страна. Даже несмотря на некоторые различия в видении развития общегосударственного у обоих сторон конфликта, мода была одна и та же. Ну, как бейсболки вот сгибают. Да. И вот очень интересный факт здесь состоит в том, что с подобной модой очень долго боролись. Очень долго боролись, и это смог искоренить в свое время только Сталин. Настолько долго это все дело было особым предметом шика. Вот этот лихость показывала. Да. Искусный такой. Слушай, а потом, Стиль Саян получается. Андреевич, это вот, то есть вот этот стиль потом перейдет и советской Да, форме. да. То есть если мы видим фотографии Жукова, наших военачальников, ну на Ялтинской конференции, это же такие же покрои выходят. Да, практически. Ага. И вот здесь некоторая преемственность, но все же соблюдается, несмотря на отсутствие погон там, и так далее. Но тем не менее, получается, это все дело есть. Слушай, а может сейчас есть тоже какое-нибудь, нет, похожее в современной форме, может быть? У Шойгу там, генерала армии, у него же прям тоже подобного кроя фуражку, нет было? Ну, нет, у них у нынешней российской армии, в принципе, у вооруженных сил сейчас больше идет отход к русскому стилю, скажем так. Вот там, ну, сами прекрасно видели наших военнослужащих, о том, в чем они ходят, вам рассказывать не приходится. И это уже больше возвращение к русскому стилю, так обозначенному. Тому, что было до обозначенной реформы, как да, ты сказал. Да. Все понятно. Ну Спасибо. вот, идем назад. Идем Развернем манекен. назад, получается, да. Мы его разворачиваем и видим здесь вещевой мешок армейской пехоты русской императорской армии. Какого года образца, к сожалению, я не помню. Вот такой вот я негодяй, конечно. И вот здесь, в этом вещмешке, в общем-то, Мы есть... его откроем, посмотрим или что? Нет, там, Да. там личные мои предметы, получается, поэтому Понятно. это все дело лучше не разворачивать, а то будет нелицеприятно, конечно. Понятно. Ну вот, здесь, в общем-то, как и по моей аналогии, уже хранились личные предметы. Это и крем для сапог, это и мыльно-рыльные всякие принадлежности, и запасной комплект белья. Если есть, получается, сумка, где хранить обувь, то ее уже складывали в вещмешок точно так же. Ясно, понятно, что сапоги в этот маленький вещмешок не сложишь, но для ботинок самое то.
И в принципе, вот этот вещмешок, он и предназначался для подобных целей. Имеет же также еще распространение обычный такой сидр, это уже из стародавних времен, и его уже потом и унаследует Красная Армия, и далее уже армия советская, и до самого упора практически эта архитектура будет использоваться. Вот. Ну, где, в общем-то, надо узел очень хитрым способом завязывать, и уже она вот такая вот получается. Это вот с одной лямкой такой большой. Да. Все. Эта архитектура, опять-таки, она идет из середины 19 века и называется не иначе, как вещмешок туркестанского типа. Вот что касается этого симпатичного молодого человека. И, упреждая вопросы, все-таки штаны здесь, они были, да. Это просто манекен такой, и здесь никакой физической возможности эти самые штаны нацепить не было, к большому сожалению. Но штаны здесь были. Они были и летние, и зимние, опять-таки. И вот, собственно говоря, и все, о чем я мог бы рассказать. И жду ваших вопросов, Андрей Андреевич. По поводу присядем, значит, да. и начнем. Продолжим, вернее, наш разговор. Ну, это все же у нас делается в рамках столетия нашей республики Якутской автономной советской социалистической. Вот. То есть наши товарищи вполне могли носить такую форму. Абсолютно. Все воюющие на этой стороне, и в том числе потом в 20-е годы то, что осталось, донашивали, так сказать, в молодой Советской Республике. Правильно? Да, это все верно, да. А к какому году уже советскую свою форму ввели, красноармейскую? В 1919 году. 1919. Да. Ну, а потом победили, распространили, имеется в виду, чтобы ее... Да. Чтобы она была у всех. Это разумеется, да. И вот здесь по поводу британской формы и снаряжения нужно лишь сказать лишь то, что вот в сталинское время и в начальный период Великой Отечественной войны до сих пор имело распространение каска или шлем, в общем-то, Броуди, МК-1. Это мисочка. Вот этот вот, да, Такая вот. это мисочка, да. Использовали их обыкновенно артиллеристы, уже советские, красноармейские, получается, и в том числе они много были отмечены в таких больших сражениях, как битва за Москву и блокада Ленинграда. Как интересно. Слушайте, а вот французская красивая форма с красными штанами, с темно-синим мундиром, так сказать. Ее нам кто-нибудь поставлял? Были какие-то французские элементы формы? Как таковых элементов французского обмундирования не было. Вот по поводу красных шаровар, так называемых, это можно, в принципе, отнести уже к уланскому больше снаряжению и к драгунскому. Вот они любили очень большой шик и блеск, и в том числе в Иркутске. Там из военных кладов уже в 1920 году РКК они и взяли оттуда эти предметы. Ну и использовали вплоть до Да. позднего времени. Слушайте, а вот, значит, что нам тогда поставляли другие-то страны, Антанты? Те же самые французы. Может быть, еду тогда хотя бы поставляли? Противоборск белой хотя бы стороне.
Там... Или как они помогали, кроме того, что они вроде бы взялись сопровождать одного небезызвестного полярника, но не запроводили, так сказать. Ох, вот это очень сложный вопрос. Да? Ну, в основном британцев. Да, это получается Британия и Германия, что очень странно. А как Германия? Вот, допустим, северо-западная армия. Это войска, которые у нас несколько раз пытались взять штурмом Петроград, Ленинград в будущем для тех, кто с этой темой вообще не знаком. Но я думаю, мало таких будет. И... Санкт-Петербург. Для тех, кто вообще не знаком. Для поколения тиктокеров, так сказать. Вот получается. Из империи германской в северо-западную армию очень много шлемов было поставлено. М-16, М-17. Вот, с рожками, которые. Да, это они больше по фактуре, ну, их идейных наследников. Например, это не Пикельхельма там и так далее. Они... Ну, это первый шлем, который у немцев был. Он больше на современный ведь похож, что он там защита ушей. Да, вот и вот эти шлема и части обмундирования, эти же самые ремни из снаряжения, но уже немецкого производства, смесь германского, они были поставлены в армии, в том числе и в северо-западной, получается. А как же Белая армия вот расплачивалась за все это? Было принято решение, что после того, как Белая армия она захватит Москву, Александр Васильевич, он не будет никак, ну, мешать, что ли, или... В общем, очень много льгот было... Компаниям. Да. Западным компаниям, для того, чтобы они здесь бизнес, собственно, развивали. Все то же самое, что и было при царском правительстве. И плюс еще золото. Вот, золотой запас тут пресловутый. Да, и вот чисто на этих экономических отношениях они и договорились, что одни другого будут поддерживать, а этот самый... То есть тут идеологии никакой не пахнет, ни борьбой с большевизмом, то чисто деньги и никакого этого? Нет, почему? Вот это немаловажный аспект нашего. Но если бы денег не было... Ну, их бы поддерживали, но меньше. Вот это обозначить можно вот так. И плюс еще у многих стран западных был большой и панический страх, что все-таки большевизм, он распространится и на них рано или поздно. И вот для того, чтобы это все дело в зародыше убить, они и поддерживали. Ну, почему-то не сильно ведь поддерживали, выходит. Ну да, там... Не хватало все-таки. Там очень большая нехватка была, в том числе и связанная с расположением российского государства Александра Колчака. Все мануфактурные центры, заводы, фабрики и производственные мощности, они располагались под юрисдикцией РСФСР. На всей протяженности российского государства. Вот попробуйте себе представить, одна мануфактурная фабрика была по производству сукна. Только одна. В Иваново, да? Нет? Около Омска где-то. Это у колчаковцев. Да. Но при этом вот армия Колчака, она не испытывала никаких проблем с продуктами. Вплоть до ноября 1919 года, это уже отступление за Иркутск, за Байкал. Всей Белой армии, она снабжалась маслом. И не рафинированным подсолнечным, а сливочным маслом. Это большая роскошь тогда была. И вот это, в принципе, все прекрасно показывает, что она, несмотря на то, что в обносках практически ходила,
в большинстве случаев. Она была снабжена продуктами по самой не балуйся просто. В то время как в РКК или и копыты, и хвосты, и головы. Тяжело было, да, красноармейцу. Очень было тяжко, и несмотря на все это, они все-таки выиграли. Это больших и титанических усилий все-таки стоит в условиях вечного дефицита. А амуниции и патронов в том числе? До 1920 года, да. А потом уже, наладили. Когда все военные склады практически белых армий, в том числе располагавшиеся и на Западной, и на Восточной Сибири, в том числе, и пресловутый военный склад номер 1 в городе Иркутске сумели захватить, уже не было острого такого дефицита в обмундировании и в снаряжении. И потом уже их собственное производство начали выпускать. А вот пищей снабжение. Это по большей части тоже Антанта помогала? Или все-таки местное население? Да, это... Ну, вот у нас в Якутии не очень так вспоминают хорошим словом, ведь КВЧК, они, выходит, отбирали все это, да? В большей степени. По большей реквизировали. Ну, да, это естественно были реквизиции. И напоминаю, что и с той, и с другой стороны были перегибы. И белый террор, и красный террор. И кого переплюнул, здесь очень сложно, в общем-то, сказать. Но победители не судят. И именно поэтому и любят вот этот период с большой неприязнью вспоминать. Все-таки определенная патина информационной войны и пропаганды все-таки накладывает собственную... С обеих сторон. Да, с обеих сторон. Ну и плюс еще в 90-е годы, когда все... красный юмор. Да, началось, да. Там уже в обратную сторону. И до сих пор время от времени вспоминают, чтобы очернить, как говорится, дела давно минувших дней. Но это все же наша история. Да, здесь все же нужно относиться к этому очень спокойно и умеренно, и ту, и другую сторону не поносить. Вот как бы это грубо не звучало, но да. Вот, я все еще остаюсь при мнении, что в войне гражданской никаких ни героев, ни злодеев, не отличившихся быть не может. Эта война, она очень жестокая и беспощадная. У Саяна Андреевича, видите, такая гуманистическая позиция, сразу скажу. Ну, мою позицию вы все знаете. Вот. Но мы здесь не будем пока в идеологический спор это все превращать. Ну, да. У нас, как говорится, исторический ролик. И, может быть, вытащим вот эти вот вещи и тоже покажем. Вот нашивочки здесь интересные такие все. Вот. Что это обозначает, что это... Вот Дальневосточная республика, по-моему, здесь, а здесь что-то... нет, то есть сейчас... Анархия. Давайте... Порядке, да? Или что? Давайте немножечко все-таки... Да. Красно-черные вот вещи. это у нас... Эта нашивка, она появилась в 1917 году, еще при царском... Нет, уже не царское правительство было, это уже было временное правительство. Это обозначение штурмовых бригад, батальонов, в принципе, любых подразделений. Если же опираться чисто на исторический экскурс, то штурмовых подразделений в Белой Сибирской армии было не так много. Оно было одно всего лишь. Это первый, да. А вот и штаны. А вот и штанишки приехали. Собственно говоря, а то набегут уже историки и скажут, что было тепло, штанов не носили. Ни белые, ни красные, и всякое разное такое. Чуши нанесут, как говорится. Штурмовая бригада под командованием Пепеляева. Напомню нашим смотрящим, как говорится, зрителям, что это никакие там не символы, никаких там движений или организаций, связанных или запрещенных. Это у нас исторические
обозначение штурмовых отрядов. Все верно, да. Так что никаких там украинских Инсинуаций и так далее. не должно быть. Мы Да. здесь ничего не пропагандируем. Если же обращаться Как вот говорится. к этому Вот интересно моменту, такое. это уже обозначение сибирской армии. Вот. Мгм. Это, Да. это рядовой, Да, Омск, это что-то. стрелок. И здесь уже Мгм. вот если же опять-таки обращаться к историческому опыту, что и в РКК, что и в царской армии, малиновый цвет – это у нас обозначение стрелковых все-таки частей. Значит, это стрелок, рядовой, и вот это обозначение армии, в которой он служит. То есть это армия сибирская. По приказам от июня 1918 года за номерами 2 и 10, по-моему. Что-то в таком духе было. И вот это. Про штанцы. Это Надо ш- тоже рассказать. Это штанишки летние, образца 15 года, то есть уже военного времени, и летние от зимних отличались исключительно материалом. Это у нас ХБ, это хлопок, а это у нас шерсть, это у нас сукно. А подштанники из чего? А подштанники, они из... Это ХБ было тоже, Мгм. но уже белого цвета такого. Мгм. Очень... Ну, в принципе, оно и потом и в советскую армию перекочевало, да? Да. В таком же виде. Разумеется, конечно. Неизменно. Вот все эти вещи. Что-то из них, естественно, новодел, что-то из них прям вот как Да. бандольера. Прикольное название, мне так нравится. Сразу Венецию вспоминаю, гандольеров. Но, Ага. как говорится, тут другое. А что тут прям именно новодел, оригинал, прям, чтобы так посмотреть. Оригинальных предметов здесь всего два. Мгм. Вот, пока два. Это бандольера Мгм. и ремень. Мгм. Пояс, иначе Мгм. говоря. А все остальное это уже отдельные копии. Реконструкция, Да. так сказать. Да? Да. И вот эти штанишки, и это, да? Да. Ага. Мгм. Картузик прикольный прям. Ну да, он очень интересной такой формы получается. Я вспоминаю фильмы типа «Вечный зов», там, «Тихий дон». Да. Все, вот прям такая же одежда. То есть наши земляки 100 лет назад донашивали эту форму уже как гражданские люди уже, правильно? То есть мы могли обнаружить у кого-нибудь в деревне, что он одет. Нет, почему? Это была общераспространенная практика, что картузы, они были больше элементом все-таки одежды гражданской. И здесь необходимо все-таки сказать, что вот картузы, они в Якутске тоже очень большое Мгм. распространение и моду имели именно у гражданских лиц. И вот уже потом, для того, чтобы обозначать, а на какой ты стороне, уже или ленточки, Мгм. или звездочки уже. Ну да, и ленточки, как ты говорил, были у всех белого цвета, да? Чтобы виднее было, а не красного. Это именно при штурме Якутска. Мгм. А потом уже от этой практики отошли. Но они себя все равно как-то Да, обозначали, да? чтобы это виднее разумеется. было. Это надо опять-таки читать и еще раз Мгм. читать. В основном воспоминания для того, чтобы обозначать. А вот у тебя фотографии были, там нету, ну, ты прикол. Нет, Нет, там нет? Этого пока нет. Это Ага. все дома лежит. Но мы тогда в следующих наших роликах Обязательно. затронем что уже. Да. Давайте такой байт сделаем нашим подписчикам всем. Нашим, хоть у нас и немного, но смотрят наши ролики чуть больше людей, потому что интересно все-таки Якутия, гражданская война, столетие СССР. Что у нас в планах? В планах уже рассказать про униформу образца 1919 года от РКК. Угу. Там никаких существенных изменений по снаряжению не будет, мы просто пройдемся по форме. То есть можем этот же самый став рядом поставить и чисто будет пусть как наполнение. Наш основной предмет разговора это будет именно форма. Почему отказались от погон? Откуда эти разговоры появились? Вот эти самые Петлички. знаменитые, да, вот огромные такие в разные стороны смотрящие элементы одежды. Вот
На рубахе вот здесь обычно, вот здесь они располагались, ярко такого малинового или Красно. да, цветов. Они Красного вот такие цвета. вот, да. Мгм. И посмотрим на Буденовку образца, опять-таки, 1919. Может быть, еще что-нибудь распечатаем. Ну, разумеется. Да, чтобы было интереснее нашим. И когда-нибудь, я думаю, мы перейдем к макетам. К макетам. Оружие Обязательно там перейдем, что-то. да. Мы посмотрим. Постараемся притащить. Да, вот надо обозначить один момент, что вот метровая система исчисления, она появилась именно при советской власти. И значительная часть фильмов, Мгм. и картин, в том числе, они используют именно советские винтовки. Да? Мгм. И вот и посмотрим, в чем же было все-таки отличие, и как это все дело распознавать уже вооруженным взглядом. Спасибо, Саян Андреевич. Андрей Андреевич. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Оператор у нас сегодня наш неизменный автор, так сказать, нашего канала, вдохновитель Вячеслав Сергеевич Макаров. И всем пока, до новых встреч. Лайки, дизлайки, комментарии. Ну, всем мир и Доброго здоровья. доброго здоровья. Да.